Между тем, 25 апреля в подземном руднике «Удачный» прогремел взрыв. Так специалисты Удачнинского горно-обогатительного комбината смогли получить и поднять на гора первую драгоценную руду подземного рудника. Это событие ознаменовало новый виток в развитии алмазной промышленности страны, рассказывает Ирина Балкова. 25 апреля в 7 часов утра 25 минут в подземном руднике «Удачный» был произведен первый взрыв и подъем драгоценной руды по скиповому стволу. Сегодня, да, начало становления подземного рудника как добывающего рудника. То есть до этого он только занимался горно-подготовительными работами, горно-капитальными работами. Сегодня пошла настоящая честная выработка. То есть алмазодобыча пошла полным ходом. Это один из очередных шагов по выходу рудника на проектную мощность. Сегодня пошла первая руда, дальше будет больше. В 2019 году рудник выйдет на проектную мощность 4 миллиона тонн. Для проведения этого первого и столь важного мероприятия была проведена большая предварительная подготовка. Пройдена отрезная щель, отборено порядка 15 вертикальных скважин, а также протестированы все подъемные механизмы и оборудование. Работы было немало, что машины подъемные имели детские болячки, их устраняли, и к этому идем, чтобы бесперебойно выдавать в будущем, впоследствии, когда у нас будет план, руду, чтобы не было никаких срывов. Что касается буровых работ, здесь, как мы уже отмечали, было задействовано современное оборудование установкой DL420. Поскольку техника достаточно новая, были приглашены специалисты, имеющие опыт работы при бурении подобных глубоких скважин. Руда была отгружена с отметки минус 380 в объеме около 123 тысяч тонн, согласно проектного решения. После чего автосамосвалами она транспортировалась на рудный склад. Это событие еще раз подтверждает, что, несмотря на сложные горно-геологические условия, специалисты Удачнинского ГОКа совместно с руководством компании уверенными темпами движутся вперед по пути к новым трудовым свершениям. А это значит, что «Алроса» была, есть и будет флагманом в алмазодобывающей промышленности.